Россия президент через федеральное собрание дора сленкуя щерки, и страна дугда скучечной стратегической наступательной оружие щерки щорничеме. И комен онжик оружие считасна Украиналы, самон йонжика Россия кома здоруены аши суер, точе дес президент. Се атялес айму дору сейчас, даналыш рыдвушсе. За своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа сегодня сражаются бойцы, наши герои. Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию. Мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей. Президент вези збитквайтили щитна спецоперація «Пирачич» да доброволічі ясли дасняль лункежла отпуск. А ништа лише не бид регіонен погибнітем солдат яслен щемі ясли, да ветеран ясли оцек щитан канмо фонд. Бид щемі яли, коли вези не соціальний уджалищес. Коли пасіни, комін пир зілені оцавни та войтересли, погибнітем да тишин доймамиш, регіон щенчиш веште нищем. Создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Я жду от всех федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов и впредь уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим, их семьям. И в этой связи хочу поблагодарить руководителей субъектов федерации, мэров городов, глав регионов, которые постоянно встречаются с людьми, выезжают, в том числе и на линию боевого соприкосновения, поддерживают своих земляков. Рити втишка щем'янка де економіка фронт вилен. Но президент чайте, ми і тани м'янес озартно вірмене. ВВП уші 7% виле, но економіка йон миснін, а бізнес ми впала пашкачини да силмене. Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем меняется очень-очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей. Это действительно, сегодня это действительно так. И от этого, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь. Президент ленкує щерки інфляція мати ще 0% дора, учто мали ще ясно лидис чини же. Да свон ЖКХ те час вильмеде могощ відчасне даст трильйон. Куксе тавонін. Страна са олші ясли шкерка скутасне їтний біару дора донбоштег. А бюджети меча унашем урчитема щем ясли оцала могощ. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога. Сиджа Владимир Путин вишталась медицина да вичму ума силмедем елиш, а вилищу податодем я свузен önükutасна бочно озгнёль, аквайтво. Президент леншуя, чем щерки виштащисна республикаса общественник да юзембыр емаас. Сомый та щерки чайта ань яслен отмуна манвечкадлиш Галина Лапшина. Президент не только говорит о человеческом таком внимании, он сказал о создании государственного фонда поддержки семей мобилизованных, погибших воинов и ветеранов боевых действий. И это очень важно, причем этот фонд не говорит о том, что это только денежные какие-то выплаты, это и социальная поддержка, это и поддержка в части здравоохранения, это и поддержка в части, может быть, развития какого-то собственного бизнеса. В общем, он сказал о том, что в этом вопросе мы должны быть все вместе, помогать и отдавать долг этим людям. Президент вisi сотта чойченым янбоичесес, течеч ошкысный юзенбыр емаас. На сегодняшний день, я думаю, четко обозначил это понимание наш президент, сказав о том, чтобы раз в полгода каждый военнослужащий имел право пойти на побывку ровно на 14 дней, без учета дороги, которая уходит на то, чтобы добраться домой. В этом ключе, я думаю, что понимание достаточно, в общем-то,
ясная. Все этого именно и хотят, потому что родные, конечно же, хотят встретиться со своими служивыми, со своими военнослужащими мужьями или сыновьями для того, чтобы еще раз обнять, поддержать. Сидже президент возіз Донбоштаг гітне йосе біарудоре. Впервые было объявлено президентом идея не только бесплатной газификации для жителей России, но и социальных объектов. Школ, садиков, больниц. В свое время мы газифицировали Троицко-Печорский район, газифицировали котельные. А если сегодня речь идет о том, что можно бесплатно газифицировать социальные объекты, это безусловный плюс и возможность неким образом развивать жилищно-коммунальное хозяйство.